Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 19 февраля в нашей истории. 19 февраля 1931 года 6-й Всегрузинский съезд Советов принял резолюцию о вхождении Социалистической Советской Республики Абхазия в Социалистическую Советскую Республику Грузия как автономной республики. 19 февраля 2008 года Associated Press распространила сообщение о том, что США не считают признание независимости Косово прецедентом для Абхазии и Южной Осетии. Посольство США в Грузии в своем заявлении призвало все государства поддержать грузинский суверенитет. 19 февраля 2009 года постановлением Кабинета министров Абхазской государственной филармонии присвоено имя Раждена Гумба, абхазского композитора, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахтябша второй степени, народного артиста Республики Абхазия. В этот же день, 19 февраля 2009 года, после капитального ремонта в Сухуме открылась Абхазская государственная филармония. Реконструкция здания была осуществлена на средства российской финансовой помощи. В филармонии заменили сцену, обновили зрительный зал на 555 мест, были созданы также дополнительный репетиционный зал и гримерные комнаты для артистов, установлены новое электрооборудование, современные технические коммуникации, акустическая и вентиляционная системы. Здание Абхазской государственной филармонии было построено в 1947 году, а официальное открытие состоялось в 1949. С тех пор в здании не производился капитальный ремонт. 19 февраля 2009 года депутаты парламента приняли закон о политических партиях. В соответствии с принятым законом в Абхазии признаются политическое многообразие и многопартийность. Государством гарантируется равенство политических партий перед законом и обеспечивается соблюдение прав и законных интересов политических партий. 19 февраля 1948 года родилась Пола Гарб, содиректор Центра по народному миротворчеству при Калифорнийском университете, профессор этнологии и конфликтологии, автор книги «Долгожители». Пола Гарб, выпускница МГУ, 3 раза посетила Абхазию в составе советско-американской геронтологической экспедиции, изучавшей феномен долгожительства в Абхазии. В конце 80-х Пола Гарб стала изучать проблему грузино-абхазских отношений. Ее научный интерес переориентировался на конфликтологию. После окончания военных действий Пола Гарб инициировала диалоги в формате научных конференций на разные темы между грузинами и абхазами. Как вы оцениваете потенциал абхазской диаспоры? Насколько они готовы интегрироваться в абхазское общество? 2 раза была иммигрантка. Сначала в Советский Союз я переехала из США, а потом после почти 20 лет, живя в Советском Союзе, я вернулась к себе домой и считаю, что это была моя вторая иммиграция. Это очень трудно и это очень индивидуально. Кто может преодолевать вот этой адаптационной трудности. И я думаю, что близость, то есть географическая близость даст возможность людям переехать, посмотреть, уехать, вернуться, уехать, вернуться. Кто-то останется навсегда, кто-то просто будет считать это лучшие годы своей жизни, но он вернется в Турции или еще куда-то. То есть я думаю, что какая-то часть обязательно сможет адаптироваться, но очень многие не смогут. 19 февраля 1953 года родился Игорь Чичба, керамист. В 70-е годы учился в Тбилисской государственной академии художеств. Около 10 лет был директором абхазских художественно-производственных мастерских. Выставлялся в Тбилиси, Москве. Работы хранятся в Национальной картинной галерее Абхазии, в частных коллекциях России и за рубежом. 19 февраля 1965 года родился Гурам Хакба, герой Абхазии. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии находился в рядах абхазского ополчения, принимал участие в освобождении Гагры и во всех боевых операциях Гумистинского фронта. Гурам Хакба прославился во время войны как один из самых метких стрелков фронта. Им было подбито и уничтожено 8 танков и 2 БМП. Был оператором-наводчиком, затем заместителем командира расчета противотанковых управляемых ракет артиллерии Гумистинского фронта.
После войны работал в системе Гудаутского лесхоза. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 19 февраля в мировой истории. 19 февраля 1855 года – день рождения синоптической карты. Она дает наглядное представление о состоянии погоды в данный момент. 19 февраля 1878 года – начало эры аудиозаписи. Томас Эдисон получил патент на фонограф. 19 февраля 1938 года закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1». 19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих или День кита. 19 февраля – День дарения книг в Армении. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 19 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2011 году. Это плюс 11 градусов. Самая же низкая температура плюс 4 градуса в 2012 году. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.